современные генетические исследования, они, в общем-то, показали, что наследники, да, этого древнего племени, они в составе присутствуют. Собственно говоря, в составе юртовских нугаев тоже содержался, да, и Караманлык, и Атманлык, знаменитые Мурсы, Урусовы, Кенбаевы, Юсуповы, они все, в общем-то, представители той ветви племени, которая называлась Ахманлык. И вот вопрос, который возникает перед нами, да, какое отношение они имеют к данной территории. Постараюсь вкратце об этом рассказать. Ну, во-первых, мангыты происходят из числа монголов, из той фратрии, которая называется Нирун. То есть Нирун монголы, это родственники Чингисхана. То есть по крови они родственники, хотя они не были потомками Чингисхана и не могли претендовать на верховную власть, но состояли в близком родстве мангыты. Происходили от Мангудая, вот, потомки Авангуа. Вот. И что нас здесь должно больше всего интересовать, как они переместились, да, из Монголии в Золотую Орду. Ну, все знают, то, что был период монгольских завоеваний в 13 веке. Эти завоевания, да, они, в общем-то, изменили карту мира, появилась огромная евразийская держава, Монгольской империи. И вот одним из тех племен, да, одним из таких 4 опор монгольского войска были мангыты. Поначалу они вместе с племенем Урут пошли против Чингисхана, потом с ним объединились. И вот как раз это объясняет, да, особое положение при чингизидах. Если мы будем смотреть на публикации, да, некоторых современных историков, там есть, да, такие интересные, да, слова, то, что, дескать, мангыты появились достаточно поздно в Золотой Орде, якобы, да, вот, якобы в XIV веке. На самом деле, современные исследования, да, вот, Жаксылык Мурат Шисапитова, например, и некоторых других специалистов, они показывают, что мангыты в Золотой Орде были уже, собственно, с самого начала, с 13 века. В частности, известный Куримса, которому принадлежали южные рубежи Золотой Орды, Приднепровье. Это вот как раз предок Янджи, предка Идиге. Еще одна группировка мангытов, она находилась на Нижней Волге. То есть, вот, если мы возьмем такой источник, как Фердаус Аликбал, он достаточно поздний, 18 век, но он основывался на более ранних источниках. Там упоминается, что на Волге, на Нижней Волге проживал некто Санкор Мурза из числа мангытов. И вот мы видим, что здесь две такие группировки. Да? Одна на юге России, рядом с Крымом, в самом Крыму, это вот Янджи, Куримса, да, это предки Идиге. И другая группировка, которую возглавлял Санкор Мурза, это на Нижней Волге, здесь уже во времена Золотой Орды. При этом, если Янджи, да, и, собственно говоря, Янджи, да, и его братья приняли сторону Беклербека Нагая, откуда, да, мы взяли имя Ногай, да, то есть они подчинялись Нагаю Беклербеку, одному из первых, кто принял ислам, исламизатор Золотой Орды вместе с Берке, и поэтому, да, именно Ногай они как бы восприняли. То эти, да, то есть это вторая группировка, Санкор Мурза, он поддержал хана Тахту поначалу, но нас интересует именно вот этот факт, что они присутствуют на Нижней Волге. Позднее, ну, можно так связать, один из таких видных деятелей из племени мангыт в Золотой Орде, это, конечно, Беклербек Идиге, это будущий основатель, да, будущей Ногайской Орды мангытского юрта, это герой знаменитого эпоса Дастан Идиге, да, он, в общем-то, называл эти земли, если мы обратимся к эпосу, своим коренным юртом, да, то есть и Нугай юрт, да, то есть вот такое обращение, как «О мой Ногайский юрт», Идыль Су, там, то есть Идыль, понятно, это река Волга, да, то есть если мы обратимся к эпосу, там полное описание того, что мы привыкли, да, там песчаные такие просторы, да, это вот богатые рыбы, да, полноводный край. Вот эти вот описания Нижней Волги, они очень прекрасно в эпосе. И если мы посмотрим, да, на исторические документы, на самом деле, да, как в документах в дипломатической переписке 17 века писали, да, и ногайские мурзы, да, как раз такие ногайские сииты, что вера наша началась на Волге, у Волги, у матки нашей, где вера наша началась. То есть это вот они связывались, естественно, с ханом Узбеком, да, а хан Узбека обратил в ислам человек по имени Туклебаба Шашла Азиз, который был одним из предков Идиге. Вот, и могила эту Туклебаба Шашла Азиза, она до сих пор, да, находится на территории Нижней Волги, была с суда верфи перенесена на Машаик,
Вот, это одно из таких мест. Естественно, почитание святых это да, плохо коррелирует, это где-то даже противоречит исламу, но память о предках это нечто великое, которое мы должны помнить, вне всякого сомнения. Вот. И здесь нас интересует то, что свое, да, так сказать, происхождение они связывали с Нижней Волгой. Нижнюю Волгу. Мы знаем, что правобережье нынешней Астраханской области когда-то было Астраханским ханством, левобережье занимала Ногайская Орда. Вот. И, как говорил Владимир Штрепалов, то, что для населения Большой Орды, из которой Астраханское ханство выделилось, и для населения Ногайской Орды, и для населения Крыма уже был да, свойствен общий этноним Ногай. Вот, с того времени, если мы посмотрим, вот у меня недавно вышла статья, работа этноним Ногай, там на тех сведениях, которые сообщил Бектербек Астраханского ханства, Баба Али-Хатай, там он называет, собственно говоря, свою страну, то есть Астраханское ханство, да, юртом Нугаев. Он говорит, что Нугаи вышли из Крыма, переселились в междуречье Волги и Урала, вот примерно так, да, и эти сведения не зафиксированы в источнике Бажмут-Туварих с этим смыслом. То есть мы там видим, что Нугай, это слово было раньше, чем Ногайская Орда. Оно было связано не только с Эдиге, да, но еще и с Тука-Тимуридами, из которых происходили да, астраханские ханы, крымские ханы, ну и, кстати, ханы Большой Орды, и с племенем Кунград. Племя Кунград как раз-таки в этом источнике Фирдауса Аликбала, оно когда-то подчинялось Ногаю, и оно вот это имя пронесло. Да. Кунграты были тоже Бектербеками в Астраханском ханстве. Кунград это династия суфидов. И у этой династии, кстати, что характерно, вот это имя, да, Акногай. Часто Акногай, Караногай, это Тука-Тимуриды, Акногай, династия Кунградов. Вот это очень интересный момент. Позднее, уже когда Золотая Орда, да, она пришла к своему завершению, распалась, в Астраханском ханстве тоже имелся свой юрт мангытов. Если мы обратимся, сын Эдиге, да, Нураддин, Нураддинов юрт как раз в 17 веке Ногайский Мурза указан на реке Бузан, понимаете, река Бузан. Также да, этот Мурза известный, да, тоже герой эпоса, Нураддин, как Мураддин известен. У него были земли на реке Терек. Река Терек тоже граница Астраханского ханства, нынешний Караногай, Дагестан. Это все на самом деле, да, как сказано, пошел Мурза Мамвай кочевать на старой Ногайской кочевище на Теркную реку. Это вот тоже такая граница Астраханского ханства. Это все одно и то же пространство, один и тот же народ. Вот, что интересно, юртовцы, да, вот, если мы посмотрим всю историю, да, все архивные документы, когда какие-то проблемы в Астрахани, в том числе и захват Астрахани, они уходят на Терек. Они уходят на Терек, возвращаются. И мы знаем, что даже в 20-е годы 20 века, когда были определенные да, трудности, юртовцы тоже ушли туда. И там они были восприняты, вот как вот семья Черкесова, да, яркий пример, там как раз таки, да, потомки знаменитой купеческой семьи, вот, юртовской, да, они восприняты были там как свои, они, даже Карагашлары, они так, в общем-то, не были приняты там, как юртовцы воспринимали. И, ну, нас интересует далее. Да, далее получается то, что еще один из сыновей, это Мансур, сын Эдиге, он тоже имел владение, получается, был Бектербеком Астраханского ханства. Позднее его сын Тимир,